Это обращение к людям, если их можно назвать людьми, к людям, которые придумали какие-то свои правила дикарей и дали им название «свобода слова». Их маленький мозг не может понять, что оскорбление глубоких чувств 1,5 миллиарда человек никак не может быть свободой слова. Например, одна, не хочу даже называть ее имени, когда ей начали угрожать, она стала возмущаться, мол, видите ли, ее оскорбили, как так можно? Когда их задевают, они начинают паниковать и защищаться. На этом примере мы видим, что они несправедливы по отношению к нам, мусульманам. Часто в СМИ мы слышим фразу «исламский терроризм». Когда среди 1,5 миллиарда человек 2 или 3 человека совершают убийство, начинают говорить «исламский терроризм». Как же вы несправедливы? Почему, если какой-то христианин, убийца, убьет в школе несколько десяток детей, мы не слышим от СМИ про христианский терроризм? Почему, когда нападают на мечеть и там убивают молящихся единому Богу, мы не слышим от СМИ христианский терроризм? Нету исламского терроризма, и вы прекрасно про это знаете. Будьте справедливы. Есть места, где запрещают носить хиджаб. Опять великая несправедливость по отношению к нам, к мусульманам. Но им не стыдно, так как они это делают специально. У них нет морали, понятия справедливости. Любая студентка может пойти в университет, одевшись во все, что она пожелает. Но если она оденет хиджаб, ее не запустят на территорию университета. Иудей может отращивать бороду, и ему никто ничего не скажет. Но если то же самое сделает мусульманин, то его назовут в некоторых странах экстремистом и террористом. Когда иудей или христианин кого-то убивает, его религия не упоминается. Но когда мусульманин убивает кого-то, то сразу обвиняют ислам. СМИ кричат «исламский терроризм». Где тут свобода слова? Разве вы не лжецы? Разве вы справедливы? Взять 2 мировых войн. Их достаточно, чтобы понять масштаб христианского терроризма, если судить, как судите вы. История знает еще немало примеров зверства людей, которые относили себя к христианству. Но вы про это промолчите, так как вы против ислама. Вы лжецы, потерявшие честь и достоинство. И людьми вас назвать у меня язык не поворачивается. Не судите ислам. Если бы вы изучили эту прекрасную религию, вы никогда не позволили бы себе сказать хоть что-то плохое про ислам. Вы своими грязными действиями, вы специально делаете это, чтобы взбесить нас всех мусульман. Вы и есть террористы и террористки номер 1. И если бы вы изучили жизнь нашего любимца, да благословит его Аллах и приветствует, если бы вы постарались узнать про него, вы сами стали бы защищать его, так как он, да благословит его Аллах и приветствует, был послан Всевышним Аллахом как милость для миров, так как он был самым прекрасным примером для всего человечества. И невозможно, чтобы душа, которая познала его, не полюбила и не жаждала с ним встречи. Вы должны понять, что мы, мусульмане, любим посланника Аллаха больше наших семей, больше этого мира. Мы будем его защищать до последнего вздоха и с радостью отдадим за него своей жизни. Вы должны это понимать. Перестаньте задевать наши самые глубокие чувства. Если бы вы увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что бы вы пожелали ему сказать? Я бы целовал ему ноги. А что сказать? Да буду я жертвой ради тебя. Да буду я жертвой. Пусть Аллах будет доволен вами. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين